Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город», Казань, 222 55 00. Вот за этим письменным столом ваш прадедушка Муса Джалиль всегда сидел и работал. Любимый стол, за которым по ночам писал стихи, личная библиотека, прижизненный бюст поэта. Каждая деталь – воспоминания. Дочь Мусы Джалиля, Чулпан Залилова, в день смерти отца привозит уже своих внуков в эту квартиру. Именно здесь она 8 января 1942 года последний раз видела отца. Лежала с большой температурой, а папа пришел в шапке, в валенках, в военной шапке, и я была очень удивлена. И он меня тогда спросил: «Ты меня отпускаешь на фронт?» И я махнула головой и отпустила его на фронт. Маленькая Чулпан тогда не знала, что отпускает навсегда. Отец всегда посвящал ей стихи. Их даже спустя время она читать не может. А вот письма с фронта постоянно перечитывает. Дорогая Чулпаночка, большое спасибо тебе за письмо. Ты пиши больше такие письма. Мне очень приятно их читать. Я сам тоже напишу. Вот вернусь с похода, буду писать. 25 августа – день памяти Мусы Джалиля и его соратников. В этот день, в 1944 году, джалильцев казнили в немецкой тюрьме. Я была там несколько раз, и для меня это каждый раз уходит просто кусок жизни. В том месте, в Плёцензее, где сейчас мемориал, это место казни Джалиля и его соратников. И вот он пустой стоит, и ты себе представляешь, как они шли, 11, и как их на каждого затрачивали по 3 минуты для того, чтобы убить. За инструментами внучка и правнучка поэта. Музыкальный талант, говорят, передался от Мусы Джалиля. Он был самоучкой, играл на фортепиано и мандолине. Мой прадедушка был очень музыкальным человеком. Я думаю, он был бы очень рад, если бы узнал то, что я играю на скрипке. Очень люблю его творчество. Я учила его стихотворения. К 75-летию со дня смерти поэта потомки Мусы Джалиля хотят переиздать рукописи моабитских тетрадей, потому что главная память о нем – это книги. Вероника Гайнудинова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.